Как известно, человек был создан на 6-й день творения мира по образу и подобию Божью, чтобы владычествовать над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею. Вдохнув в Адама душу, Создатель щедро поделился с дорогим детищем и своим божественным духом, полным любви, разума и творческого поиска. Однако то, с чем мы завершаем тысячелетие, наглядно иллюстрирует полное отклонение от задуманного и воплощенного образа. Таковы на сегодня печальные и, увы, уже повсеместные результаты деятельности так называемого венца творения. Уж не стал ли 6-й день творческой эпопеи какой-то чудовищной ошибкой, а сам человек — побочным продуктом, предназначенным лишь для свалки божественной истории? И вдруг является посланник, и происходит то, что принято называть чудом. Нет ничего более загадочного и одновременно пугающего, чем прикосновение к нему. Именно чудо нагляднее всего демонстрирует присутствие всесильной воли Творца, открытой через них, особых его посланников. И герой сегодняшней передачи жил среди нас, был нашим современником, встречался с огромным количеством людей по всему земному шару, одаривая величайшим чудом. А когда мы попытались пройти по следам его внезапной и трагически оборвавшейся жизни, мы были поражены скудостью оставленных о нем документальных свидетельств. Качество некоторых хроник и фотографий низкое, но их ценность сейчас уже заключается в другом. Ведь посланник не такой уж частый гость на нашей земле, а осознание значения его прихода наступает всегда с непоправимым опозданием. Так получилось и с Хосе Муньос Кортесом. В Испании не воздух, а миндальный и розовый чарующий настой. О странствующем рыцаре Идальго хотим начать рассказ для вас простой. Дрожит земля, как колокол печальный, разносит зов, чтобы узнали все, что на прощанье нам сказал Идальго и чем скрепил ту заповедь Хосе. Еще о том, что истинно печальней нет повести на свете о любви. О той любви его многострадальной хотим сказать: былое, оживи. Великая личность никогда не вписывается в земные понятия. Непостижимость с точки зрения житейской логики всегда выделяла и Хосе. Падре, вы сказали однажды, что молодое поколение остро нуждается в лидерах. По всему видно, что вы и есть этот лидер. Ой, не говорите мне этого, а то я еще так возгоржусь. По-настоящему самое важное в чуде то, что ты являешься тем, кто ты есть, чтобы оставались в тебе во всей полноте та любовь и то сострадание. И не возвышаться, потому что если это не так, то тогда чудо не имеет никакого смысла. Никакого. Хосе производил неизгладимое впечатление на всех, кто с ним соприкасался хотя бы однажды. Начиная от его внешнего облика и кончая его манерой держаться, одеваться, его скромность, его какой-то совершенно высокий рост, и вот эта его совершенно обаятельная нежность при физической силе атлета, все это было настолько необычно, и он так нам запал в душу. И руки были незабываемые, горячие, как он был, как печь, от него шло такое тепло. Он просто большой медвежонок, можно сказать, был. Big teddy bear. Когда бросалось в глаза, такой... Просто хотелось обнять его. И полон любви был всегда. И первое, что услыхала, это его голос. И у него был такой очень красивый, звонкий, мягкий, баритональный голос. И тогда я вышла, значит, в прихожую и увидела передо мной огромную фигуру, 6 футов или выше, настоящий испанец, такой очень представительный,
то, что называют испанцы галярдо, значит, что у него как бы испанское достоинство или мужское такое представительство. Небесный гость приходит в мир для особой миссии и подчиняется одному ему лишь ведомым законам. Дух творит душу. Дух всегда говорит тебе, куда идти. Дух является Божьей благодатью. Конечно же, это был посланец, и посланец чрезвычайно одаренный от Бога, и этим, конечно, он и отличался от простых людей. Вся жизнь Хозе Муньоса Кортеса представляется сейчас цепью необъяснимых событий, загадок и парадоксов. Аристократ, прямой потомок древнего католического рода, тех самых Кортесов-покорителей Америки, он в то же самое время всю свою жизнь носил православное имя брата Иосифа. Родиться ему, истинному европейцу-испанцу по крови, выпало в самой середине этого века в Сантьяго, Южной Америке. Долгое время Хозе жил и работал в Северной Канаде, но сумел объехать почти весь мир с православной святыней. Приняв монашеский постриг на Афоне в Греции, он в то же самое время никогда не затворялся в потаенной келье, всегда был среди людей в бурлящем круговороте жизни. Даже внешне этот человек выглядел совершенно необычно, шокируя порой ортодоксальных бабушек в приходах русского зарубежья. Он вел всегда свою линию и свою, в общем, цель. И не политику, но в смысле, что если он что-то себе поставил как цель, он бы к ней дошел бы. И переубедить его, переделать свои планы или сделать что-нибудь иначе было очень трудно. Загадки и чудеса происходили в жизни Иосифа с самого раннего детства. В 12 лет, следуя к мессе в Сантьяго, он заблудился и случайно попал в православный храм. Величественная красота образа Казанской Божьей Матери, молитвенное хоровое пение поразили его настолько, что Хозе стал частым гостем и собеседником настоятеля этого храма, владыки Леонтия Чилийского, который впоследствии и привел его в православие. Он служил только Божьей Матери, поскольку она его выбрала, а не он ее выбрал. Самой большой загадкой, вернее настоящим чудом, была икона, с которой Хозе никогда не расставался. Из аэропорта в аэропорт, от церкви в церковь и от дома к дому он всегда появлялся с большим синим футляром на груди и в густом облаке розового аромата. Последние 15 лет своей жизни он был хранителем чудотворной мироточивой иконы и полностью посвятил себя особому служению. Однажды во время нашего паломничества на Афон море штормило, мы заблудились. Уже вечером, когда мы сильно устали, вдруг набрели на маленький скит. Как только вошли, я сразу увидел эту большую икону, приблизительно 45 на 25 сантиметров. Я сам пишу иконы и знал их в своей жизни великое множество, но это меня буквально поразило. В ней было что-то особенное, какая-то особая святость. Я не мог понять, что со мной происходит. Почему я так взволнован? Что же представляла собой эта таинственная икона, так поразившая Хозе когда-то и изменившая всю его жизнь? На ней изображена прекрасная еврейская женщина и богомладенец, по преданию написанный самим евангелистом Лукой еще при жизни Божьей Матери. Сначала икона хранилась в Иерусалиме, а с IX века около Никеи, в Малой Азии. Здесь и произошло чудо, след от которого остался по сей день. Римский воин ударил икону копьем, и из ранки на щеке Богородицы потекла живая кровь. Потрясенный язычник раскаялся, а ранка на лике стала особенностью образа Иверской Божьей Матери. В присутствии иконы она помогала людям чувствовать какое-то сострадание и сочувствие, любовь и покаяние. Копии и различные варианты святыни разошлись по всему миру и стали особенно известны в России и на Балканах. А вот как Хозе передает историю обретения своей иконы в 1982 году. У меня было с собой около $180. Я стал просить монахов, чтобы они продали мне ее. Но они не соглашались. Мой друг, большой шутник, подсмеивался надо мной, но я ему сказал: подожди, ведь мы еще не ушли отсюда. Посмотрим, что будет. На литургии я молился Божьей Матери о том, чтобы она уехала с нами, что она нам очень нужна там, в нашем мире.
Настоятель догнал меня уже в воротах монастыря. В руках его был сверток. «Подождите, какая же именно Богородица?» — спросил я его. «Ведь тут столько икон». И он ответил: «Та, которую ты выбрал». Так Хазе стал обладателем удивительной иконы. Тогда же, еще не выйдя из ворот монастыря на Афоне, Хазе дал обет Божьей Матери, что икона никогда не будет служить обогащению кого-либо. Он так к ней с таким почтением подходил и как бы с осторожностью, чтобы ее ни в коем случае ничем не обидеть. И я у него иногда спрашиваю: «Хосе, а ты иногда смотришь на нее так тщательно или пристально?» Он говорит: «Нет, мне неудобно. Зачем я буду смотреть так долго на икону? Это нехорошо». Так что он к ней относился как на живое существо, как будто это было бы как бы Богородица в живом своем существе могла могла проявиться через это чудо и через эту икону. И тут я услышал голос, повелевавший мне приложить икону к оригиналу. Монахи Иверского монастыря встретили меня нелюбезно и не хотели открывать киот. Я им сказал: «Послушайте, мы живем в Америке, где сатана все взял в свои руки. Мы очень хотим привезти в Америку что-то святое». В 3 часа ночи с 23 на 24 ноября 1982 года в жизни Иосифа Муньоса Кортеса произошло самое загадочное событие. У меня маленькая квартира, прям-таки малютка. Ее затопил очень сильный аромат. Я подошел к иконе. На ней было масло. Аромат исходил именно оттуда. Мы отнесли икону к нашему архиепископу. Он поставил ее вертикально и велел принести мыло и полотенце. Но все повторилось снова. И тогда он поклонился до земли и сказал, что происходит величайшее чудо. Я когда увидела такую красоту и такое чудо, и вся церковь благоухала розами, я как попала в рай. Вы понимаете, просить о чем-то, когда у тебя перед глазами такое. Может быть, я пережила минуту вот этого откровения, в которой постоянно находился Хосе. Само по себе мироточение, то есть появление масла на поверхности икон, не такое уж редкое явление. Это считается особой милостью Бога и случается как бы в знак благословения свыше. Но случай с Хосе стал воистину уникальным. Мироточение непрерывно продолжалось минимум 15 лет, пока икона находилась в его руках. По-моему, это было в Сан-Франциско на аэропорту. Он шел, нес, как всегда, икону в футляре, и подходит женщина к нему. Американка, не русская, не православная, и говорит: «Скажите, мне кажется, что у вас есть что-то такое очень сильное». Он говорит: «То что значит?» «Какая-то, говорит, я чувствую силу какую-то от вас исходящую». Он говорит: «Нет, это не от меня. Это от той, которую я несу, Божьей Матери». Вы, говорит, верите в Божью Матерь? Он говорит: «Да». Говорит: «Вот я хотел вас попросить, моя внучка очень больная и обречена. Доктора говорят, что нету помощи. Помолитесь». Он дал ей кусочек ватки с миром и говорит: «Помажьте ее этим и молитесь Божьей Матери». И с письмом, которое он говорит, было чудо. Как только помазали девочку этим миром, на следующий день доктора сказали, что у нее полностью исчезла болезнь. Все. Я всегда старался держать эту икону в своих руках не потому, что на что-то претендовал, но чтобы предоставить Божьей Матери полную свободу. Ведь церковь — это Италия, Аргентина, Австралия. Церковь — это весь мир. Надо, чтобы весь мир увидел чудо. Случай с иконой Хосе является уникальным еще и потому, что в его руках как бы сама Божья Матерь обрела возможность свободного пути к людям. Хосе стал не просто хранителем иконы, а истинным, без страха и упрека, странствующим рыцарем Девы Марии. Конечно, жизнь моя переменилась, потому что теперь она принадлежит людям.
Я должен быть всегда готов идти с иконой туда, где она должна быть. Я ничего не могу планировать заранее, что будет в моей жизни завтра или послезавтра. Часто бывает совсем без отдыха. Так что это очень трудная жизнь, но она полна и радости. Итак, жизнь Хозе Муньоса Кортеса приняла характер общественного служения. Ни одна просьба к Богородице не должна была остаться неуслышанной. Провидение всегда посылало Хозе самых отчаянных и безнадежных, всех тех, кто больше всего нуждался в поддержке и утешении. На улице как-то зимой увидал совершенно легко одетого молодого человека, потерянного такой. Он и наркотики принимал, и все. Он сжалился над ним и начал помогать ему. И вот так постепенно он выправился совершенно, а у самого денег почти что никогда не было. Но все, что он собирал, жертвовали, он тратил только на икону, старался, чтобы никаких для себя, чтобы этого не было, вот другим помогал. У Хозе никогда не было семьи, собственного дома, ни даже машины, стандартного атрибута современной жизни. Он вынужден был оставить место преподавателя истории искусств в Монреальском университете и тем самым отказаться от единственного и скромного куска хлеба насущного. Я близко нахожусь к Богородице. Люди не спускают с меня глаз. Надо быть со всеми одинаково терпеливым. Не отталкивать людей даже тогда, когда мне задают самые невероятные вопросы. Например, я стою спокойно в храме, на литургии. Вдруг меня просят выйти во двор и спрашивают: скажите честно, сколько литров мира в день дает икона? Ну, что тут ответить? А если я рассержусь, то скажут: видите, у какого человека такая святыня? Может быть, именно потому, что сам Хозе сделал когда-то свой свободный выбор, для него уже не существовало каких-либо предпочтений. И чудо он принес для всех. Ведь вот возьмите Нину, вот, которая сейчас, дай Бог ей поправиться и принять крещение, она еврейка. Джон, он, вот которому тоже помогает моя икона, которую я подарила ему, он американец англиканской веры. Я знаю многих людей, которые просто любят ее. Все интересуются, все спрашивают. Я был свидетелем, как совершенно вот, когда у меня дома икона была, потому что Иосиф у меня останавливался, всяко приезжал вот сюда в храм. И мои соседи были кубинцы, и муж дочери этого человека, у него рак был. И он спросил, когда я ему рассказал про эту икону, он говорит: а можно было бы, чтобы мой зять пришел вот, приложиться? Я говорю: конечно, если он верит в Божию Матерь, пускай приходит. И он приложился, ему облегчало очень. Я не знаю сейчас в каком состоянии, но вижу его, так сказать, он еще существует. А другой, напротив, еврей, он тоже, когда узнал, что вот икона такая есть, в которой такие чудеса совершаются, он пришел, стоял перед этой иконой и молился. Так что нету в глазах Божьих, как говорится в Священном Писании, ни эллин, ни иудей, ни раб, ни свободный. Все одинаковые у Бога. Отец Владимир не только хорошо знал Хозе, но и являлся его большим другом, часто принимая его с иконой в своем приходе в Ньюарке. Икона Казанской Божьей Матери, приведшая когда-то 12-летнего испанского мальчика в православие, крепко соединила их судьбы. У нас обоих слезы катились градом. Он говорит: вот я только сейчас понял, что значит иметь страх Божий и радость в одно и то же самое время. Один из немногих, отец Владимир всегда знал, что выбор Божьей Матери не был случайен. Честью и украшением древнего рода Муньосов-Кортесов, в котором значились и представители высшего католического духовенства, испанские кардиналы, всегда было особое почитание Девы Марии. 7 столетий подряд все первенцы-мальчики нарекались именем Хозе в честь Иосифа Обручника, который был рядом с Богородицей в течение ее земной жизни и всегда исполнял все для нее необходимое.
Вот именно эту древнюю семейную традицию и выпало воплотить в жизнь в буквальном смысле слова мальчику, родившемуся 13 мая 1950 года в Сантьяго. Монреальская мироточивая икона Божьей Матери, веренная в руки православного испанца, фактически стала покровительницей всей Северной и Южной Америки. Первое знакомство с Хозе, я его знал, я даже не помню первое знакомство. Мы с ним знакомы много лет, потому что мы в семье считаем мироточивой иконой Божьей Матери нашей покровительницей. Историю Николая вполне можно было бы назвать типичной для человека, соприкоснувшегося с чудом вратарницы. На протяжении многих лет в их семье не было детей, и они уже почти потеряли всякую надежду. И вот наступил 1996 год. Год, когда после встречи с чудотворной иконой и жарких молитв Богородицы в их доме за 1 год появилось сразу же 3 малыша. Наконец-то было удовлетворено ходатайство об усыновлении 2 детей из России, и, что самое невероятное, супруга Николая вскоре и сама смогла стать счастливой мамой. Ну, для верующего человека это трудно считать совпадением. Мы же не ездили за мироточивой иконой, это она к нам приезжала. Расписаний мы не знали. Для верующего человека это только можно считаться чудом. Икона присутствовала для нас в самые для нас трудные времена и приносила нам буквально батарки в нашу семью. Я не считаю это совпадением. Для верующего человека это только может быть дар Пресвятой Богородицы. До сих пор остается полнейшей загадкой, каким же образом Хозе всегда знал, кто больше всего в нем нуждался. С Хозе я всегда его, в общем, знала, видала в церкви и все. Но когда мой муж заболел раком, мы старались ему позвонить, чтобы он привез икону к нам в церковь, чтобы мы могли сделать соборование. И отец Владимир старался звонить ему, и мы не могли никак не дозвониться. И мы думали, ну вот, ничего не получится. И вдруг Хозе сам позвонил отцу Владимиру и сказал, что мне кажется, что я, в общем, Богородице нужна. Хозе в буквальном смысле слова всегда находился между небом и землей. 16 октября 1996 года, когда он приехал с иконой в Бостон, там был эпицентр страшного урагана. Никакой транспорт не ходил, но кто-то опять ждал и просил его о помощи. Я онемела. Я говорю, как, батюшка? Он же только что у нас был 3 месяца назад. И я не могу утверждать, но я, конечно, такое у меня теперь чувство, что он как-то услышал. Наша сегодняшняя жизнь такая сложная. Люди ищут какое-то направление. Они потеряны в современном мире, совсем потеряны. Мы должны в корне переродиться, а не искать ответа на бесчисленные вопросы. Сейчас уже пишутся книги, выпускаются фильмы и телепередачи, составляются различные описания знамений и чудес, связанных с иконой. Сам же Хозе определил суть происходящего как миропомазание человечества перед его духовным воскресением. Я сам не творю чудо. Его творит Божья Матерь. Куда бы я ни приезжал с иконой, люди ощущают реальное присутствие Богородицы. Она приносит с собой особый душевный мир, особую радость. Стихают ссоры и разногласия, воцаряется настроение, как на Пасху. Люди преображаются, молятся с глубокой верой. Многие плачут. Хосе, в Испании повсюду розы, их аромат подмешан в твою кровь. Прекрасных повелительниц угрозы тебе сулили высшую любовь. Хосе, в Испании небес горнило так опаляет, что сердца кремень. Так и любви святой тебе хватило, и древней крови встретить страшный день. Хосе, в Испании корона смерти величием равна короне роз. Тебе, избраннику, 2 трона эти, один из волшебства, другой из слез. Почему Бог из миллионов и миллионов избрал своим посланником именно Хозе? При всей своей открытости, жаркой распахнутости к людям, мало кто знал что-либо о его личной жизни. Одни считали его суперзвездой и боялись приблизиться, другие не замечали его в сиянии иконы.
какие вот самые основные черты характера вы бы вот обозначили в Иосифе? Любовь, любовь, любовь. Это был облик, я думаю, любви. Любовь к ближнему, любовь к Господу Богу, а я думаю, более всего, любовь к Пресвятой Богородице. Когда это случилось со мной, когда я понял, что в моей жизни произошло такое, я много молился и только об одном просил Бога, чтобы Он оставил мне мое прежнее сердце, чтобы я был искренним с людьми. И если я кого-то встречаю, обнимаю или подаю руку, чтобы это было от всей души и от всего сердца, а не какая-то комедия. Мне посчастливилось близко знать Хозе в течение многих лет и встретиться с людьми, тоже горячо его любившими. С Наташей Ковалевской они были знакомы с 1984 года, когда Хозе стал крестным отцом ее племянника. Он любил бывать в доме Наташи, расположенном прямо напротив Метрополитен-опера на Бродвее, в самом центре театров и музеев. Он очень любил красоту, любил искусство, музыку. Он обожал людей, обожал больше всего хороший разговор. Сама я познакомилась с Хозе не на званом приеме и даже не на лекции по истории искусства в университете. В один из самых трудных моментов моей жизни, когда остается уповать только на чудо, Хозе сам подошел ко мне. За 8 лет нашего знакомства он стал для моей семьи всем – старшим братом, верным другом, духовным наставником, крестным отцом детей. В самые важные моменты жизни Хозе всегда оказывался рядом. А на Новый год, по установившейся традиции, мы всей семьей ездили к нему в Канаду. Нам посчастливилось войти в этот дом. Дом, который был целым миром, миром высокой духовности, искусства и музыки. Главная комната была отдана Божьей Матери. Здесь всегда горели лампады, а в вазах часто стояли свежие розы. Хозе ласково называл эту комнату «моя часовенка». Иосиф проводил в молитве очень много, потому что он сам, во-первых, молился, исполнял свое каждодневное правило, как каждый православный христианин должен это делать. Но он также молился, потому что ночью ему звонили со всех концов мира. Вот кто-то очень заболел, кто-то нуждается в молитве, помолитесь. Он вставал тут же ночью, шел к иконе, ставил свечу, зажигал и читал акафист и молился за других. Поэтому он проводил вот это в молитве больше всего времени. В часовенке также находились мощи святых и другие духовные раритеты, которые как будто бы сами собой стекались в руки Хозе в его бесконечных странствиях по миру. Благоухающие кусочки мощей святого Климента Хозе получил из рук католического монаха Ксионза, умоляющего спасти святыню от поругания. Частицы покрова Божьей Матери с личным письмом Папы Римского были куплены им на базаре в Бразилии. Закончив художественную академию в Сантьяго и получив ученую степень по искусству, Хозе 8 лет преподавал этот предмет, а затем учился иконописи у известного художника Николая Шелихова. Иконография стала для Хозе не просто любимым занятием, приносящим радость и отдохновение, но и целым миром, миром откровения и умножения божественной красоты. Он всегда мечтал о том долгожданном моменте своей жизни, когда, исполнив свой главный долг, сможет полностью посвятить себя живописи. Страдая сахарным диабетом, Хозе больше всего тревожился о своих руках и говорил: «Ведь я же художник, это главное мое орудие. Что я буду делать, если мне откажут мои руки?» Помню пальцы творца, художника. Я не знала прекрасней рук. Как же бережно, осторожно рассыпал лепестки вокруг. Мне запомнились руки пахаря. Я не знала сильнее рук. Без упрека, сомнения, страха по земле вел небесный плуг. Нежность лилии, сталь сосуда, так премудрость смогла раздать через руки Хозе всем чудо, светлый пир на земле начать. Он добился в иконописи того искусства, которое имел Андрей Рублев, примешивая к краскам толченые самоцветные камни. Почему так
до сего дня, когда мы видим икону, оригинал, рублевскую икону, она светится прямо. Так и его иконы, которые он писал, прекрасные были совершенно. В его творческую лабораторию, крохотную комнатку в конце коридора, вход был закрыт для всех. Там было царство красок. Он их искал по всему миру. Развозя по континентам стихию чуда и духа, Хозе, как истинный повелитель красоты, собирал дань из красок. Египет ему дарил ляпис-лазурь, Индия – пурпур и малахитовый цвет надежды. Самое характерное слово Хозе, когда ему что-либо нравилось, было «beautiful». Он, как большой ребенок, любил все яркое, нарядное и экстраординарное. Обладая изумительным вкусом и чувством меры, Хозе считал, что смирение перед Богом выражается не черным платком на голове у 16-летней девушки, а в том, чтобы оставаться самим собой. Чистое сердце, любовь и красота – вот лучшие дары Богу. Молодежь – это наше сокровище. Мы должны за нее молиться, оберегать. Мы должны ее понять, мы должны у нее учиться. Без молодежи у церкви нет будущего. Что говорят о молодежи? Что они плохие, наркоманы, безответственные, такие-сякие. А все дело в том, что молодые люди не имеют настоящих лидеров, с которых они могли бы брать правильный пример. Все поверхностное. А настоящее богатство внутри человека, его чувства, его любовь. Жертвенная любовь к Богу всегда только помогала Хозе радоваться жизни, любить людей и жить творческой, насыщенной эмоциональной жизнью. Ведь его родиной все-таки была жаркая экзотическая Испания, и как истинный идальго он был предан своим родовым корням и традициям. Очень любил испанскую музыку. Я всегда его иногда так, не дразнила, но я любила подшучивать над ним. Когда он приезжал в Нью-Йорк, я говорю: ну, Хосе, давай мы станцуем, скажем, фламенко. Он тогда становился высоко, так очень сразу получался длинная фигура, и начинал фламенко танцевать. И несмотря на то, что он был большой человек, огромный по росту, когда он танцевал фламенко, он просто преображался, он был как перышко такой легкий. Иосиф был многогранный человек. Он духовный, безусловно, он много читал, он много продумывал, многими беседовал. Его духовник, вот Климент, игумен монастыря на Афоне, который икону вручил ему, когда он уезжал, он с ним много беседовал. Он сам был очень великой духовной жизни, он прозорливец был. Поэтому все это он почерпал из этого. А помимо этого, он был очень культурный, он знал и искусство, и историю, и многим очень интересовался. Он шел ко всем, всех любил, со всеми разговаривал и сразу же становился самым близким. Посланник и приходит ко всем людям, независимо от их социального уровня, степени духовного развития, их святости или греховности. Все дело только в той полноте любви и сострадания, которую он может передать от Бога. Именно поэтому Хозе стал единственным избранником. Кто для него был самый близкий, да кто в нем нуждался больше всего в данный момент. Может быть, тогда, когда я в церкви на покров плакала и просила священника как-то дать ему знать, может быть, я для него в этот момент была самой близкой. 95-й год и посещение Болгарии стали для Хозе настоящим триумфом. 60 тысяч человек были помазаны миром от иконы. Несколько тысяч человек приняли крещение. В места, где появлялся Хозе для встреч, практически невозможно было попасть. Люди с благоговейным вниманием ловили каждое его слово. Со слезами на глазах пели «Многое лето». На средства, вырученные тогда, было закончено строительство Большого храма. Уже после его отъезда тысячи и тысячи людей со всей Болгарии и соседней Македонии еще долгое время приезжали к строящемуся храму Успения Богородицы, чтобы просто приложиться к тому месту, где находилась святыня. Впервые за все годы своего служения он увидел такое количество счастливых лиц и услышал столько восторженных слов искренней благодарности лично в свой адрес. Вернулся Хозе совершенно потрясенный, ведь в Америке он зачастую видел обратное.
Почему церковь в Америке такая бедная и пустая? Да потому что не ставит перед собой задачу войти внутрь человека, в его душу. Священников не хватает, и некогда им объяснить. А душа — это чувство, это любовь. Мы должны плакать и сострадать. В Америке же привыкли говорить: извините, это ваши проблемы. Все поверхностное. В одном из своих последних интервью в газете «Русский пастырь» Хозе подчеркнул: церковь, в которой нет любви, сострадания и милосердия, это не церковь. Я всех выслушиваю с терпением, хотя ответить порой бывает трудно. Люди задают вопросы, от которых зависит их дальнейшая судьба. Иногда мне ставят ультиматум, требуя помолиться ночью перед иконой, а утром уже дать ответ. Такая огромная духовная ответственность возложена только на иереев. Я никогда не стремился занять в церкви какое-то место. Я иконописец, и мое место в церкви — писать иконы. Но жизнь сегодня такая сложная, и столько людей хотят рассказать мне о своих проблемах, когда я приезжаю. От всего сердца, от всей души я стараюсь помочь, и мне становится трудно, потому что я очень устал. Сделав когда-то свой свободный выбор, Хозе остался совершенно одинок. Никто в его семье, кроме его матери, никогда не поняли этого шага. Но у Хозе была масса и других проблем, о которых не знал почти никто. Постоянно отверженный, то есть он отверженный был официозом, и гонимый был официозом. Он был с распростертой душой встречен людьми, простыми людьми, что называется, нами, страждущими, малыми семи. Но официозом повсюду, везде двери были для него закрыты. Понимаете? Потому что ведь, как вы говорите, имеющие уши да слышит, имеющие глаза да видит. Но ведь где эти глаза и где эти уши? Кто же их, видимо, имеет? Это все только постепенно еще начнет раскрываться, и люди начнут изумляться и открывать для себя ах. А когда люди видят задним числом, они уже очень сердятся, им это уже очень не нравится. То есть вот это закрытие этой темы официозом, оно будет продолжаться, я думаю. Да, Хозе объехал с иконой практически весь мир, все страны, все континенты, осветив иконой все самые отдаленные и темные уголки земли. А вот в Россию, например, его так и не выпустили. Он ждал этого события, как Пасхи среди лета, но, служа православной церкви за границей, не мог выйти за рамки субординации. Вообще, я считаю, что смирение — ключ к духовной жизни. Главное — искренность, чтобы во всем быть единым и снаружи, и внутри. А сейчас очень много двойственности. Во всем, в отношениях, даже в действиях церкви. Я знал столько людей, которые обладали золотыми устами. Они часами могли ораторствовать, проповедовать. Но, понаблюдав какое-то время, я отходил, потому что все это были только слова. Все шло отсюда, а не с сердца, и не было никаких плодов. Хозе старался все отдавал людям. Единственное, о чем их просил, это о понимании. Ему невозможно было выйти за рамки высшей воли, которой он подчинялся как истинный посланник. С точки зрения церковных правил, это выглядело как дерзость и своеволие. В Болгарии икону посещали 10 тысяч людей ежедневно. Ясно, что они не смогли бы прилететь в Монреаль. И что было бы, если бы икона находилась в каком-то центре, как хотят некоторые? Устроить центр в Америке, чтобы весь мир приезжал к иконе. Но это же абсолютно невозможно. Такое могут позволить себе только люди очень привилегированные. В последнем своем интервью в газете «Русский пастырь» Хозе уточняет: «Я думаю, что в наше время, как и во времена Христа, святыни должны идти к людям, как и святость шла к ним. Эту традицию не я установил. Господу известно, как мне тяжело путешествовать. Это влияет на мое здоровье, но я с радостью исполняю это послушание перед Божьей Матерью и людьми. Когда икона бывает в храмах, к ней идут и православные, и из разных юрисдикций, и иноверцы». Конечно, были люди, которые вот это все и по зависти, и по неприязни, может, сами хотели бы в таком положении быть.
Включало это очень многих, и здесь можно очень много и долго говорить об этом, но опять-таки я бы хотел придерживаться того, что как сам Иосиф был, он никого не обвинял, я не хочу тоже никого сейчас обвинять, которые его не любили или относились к нему плохо. К 1996 году слава чудотворной иконы и ее верного хранителя приобретает характер всемирной известности. Параллельно нарастает стремление жестоко контролировать действия Хозе, многочисленные притязания на приоритетное и неограниченное владение чудом. Этому во многом способствовала появившаяся в интернете информация о духовных и художественных ценностях иконы, о редких и драгоценных камнях, ее украшавших. Вообще это было сделано без его разрешения, никто его не предупредил, никто ему не сказал, что такое будет. И когда он узнал про это, он был ужаснейше расстроен, разочарован этим всем, но он это уже не мог ничего остановить. Случилось это. Дошло до того, что Хозе уже не мог спокойно жить в своей квартире в Монреале, на бульваре Святого Иосифа. Ему постоянно угрожали, требуя отдать икону. В мире разворачивалась борьба духовных авторитетов за обладание святыней. И патриарх Константинопольский, и даже католические иерархи объявили о своих притязаниях. Многие батюшки, обеспокоенные за свой приход, от Хозе неожиданно отвернулись. В его дом приходили и полицейские с требованиями немедленно отдать икону. Ордера на арест у них не было. Хозе показал им документы на владение. Я думаю, что мир движется к катастрофе. По многим причинам. Очень яркие перемены во всех странах, в политике, во всем. Что сегодня грешно? Ничто не грешно. Полное отсутствие честности, утрачены духовные ориентиры, это означает, что мы входим в полнейший хаос. Но даже в атмосфере развернувшейся травли никто никогда не слышал от него упреков и жалоб. Он просил только одного, чтобы за него помолились. Иосиф знал, что 97-й год принесет ему большие испытания, и он будет страшно оклеветан миром. Об этом предупредил его духовный отец, афонский старец, необычно светлого ума, прозорливец Климент. Растут пласты жестокости и дыма, и в душах копи черные растут, и шествует один, неколебимо, на страшный, на неправедный тот суд. Забыто все, свет угасает дальний, и верный след мы потеряли все. Но вдаль идет нам посланный Идальго и возрождает рыцарство Хосе. Рукою сильную и мышцею высокой, наследник крови древней, голубой, был он ведом от запада к востоку, столетия увлекая за собой. 13 октября 1997 года явилось началом его последнего пути по земле, ставшего крестным. Прибыв в Афины, чтобы посетить святые места в Греции и всемирную выставку икон, Хозе остановился в гостинице «Альфа» в номере 810. В том самом номере, который стал его уже вторым домом во время частых пребываний в Греции и на Афоне. Провидению было угодно, чтобы на этот раз его сопровождал близкий друг, священник из Аргентины. Он и оказался свидетелем начала и развития горестной истории, во многом повторившей историю Христа. По разным причинам он имел много людей, которые были не так благосклонны к нему, как большинство. И, конечно, его это огорчало, но он за них молился, чтобы они вразумились. Вот так, как и обычно, сидел Хозе ранним утром на террасе небольшого уютного кафе и улыбался всему миру. Но только утро 16 октября 1997 года стало утром его первой встречи с современным Иудой. Те, кому так давно и так нестерпимо мешал Хозе, слишком хорошо его знали, и им не составляло никакого труда заманить его, как чистого, смиренного агнца, всего лишь простой просьбой о помощи. Сюжет развивался почти банально. В кафе к ним подошел 20-летний румын и, в красках расписав хорошо продуманную историю о своем бедственном положении в Греции, попросил о помощи. Евангелие учит нас возлюбить ближнего своего, как самого себя.
Но если ты, живя в современном мире с такой философией, выйдешь из дому, то не дойдешь и до угла. Вот где беда. Последний путь Хозе, согласно Всевышней воле, прошел по Святой Земле, где Хозе смог посетить величайшие древние святыни и приложиться к ним. Многое удивительное произошло с Хозе и его спутником за эти 2 недели. Самое же удивительное случилось, пожалуй, 29 октября. В этот день они прибыли на остров Андрос, где на высокой скалистой горе расположен древний Свято-Николаевский храм и монастырь. Хозе давно мечтал побывать здесь. Одним из главных сокровищ этого монастыря по праву считается настенная фреска XV века «Молящейся Божьей Матери». Монахи давно заметили, что фреска начинает плакать накануне каких-то всемирных катастроф. Вот так хлынули слезы из глаз Богородицы, когда 2 паломников в тот день вошли в монастырь. Хозе оставался внешне спокоен, но вновь горячо повторил на молитве слова своего духовного завещания для молодежи. В нем, желая всем святости, он подразумевает под этим духовное очищение, освобождение от уз зла. Я всегда буду молиться о нашей молодежи, чтобы все они стали святыми мужами и святыми женами. На следующий день, поздним вечером, 30 октября, в гостинице «Альфа» Хозе по своему обыкновению допоздна молился, совершая свое ежедневное правило и вспоминая в молитве абсолютно всех, с кем когда-либо ему удавалось встречаться. Около 11 часов вечера ему позвонил все тот же молодой румын и попросил срочно прийти в Гранд-отель. Хозе не раздумывал ни минуты. Что творится? Кто из вас знает и не узнает? Здесь любовь моя умирает. Нет, убивают. Вечерами сидят в пивбарах и выпивают. А любовь мою убивают, вновь убивают. Где-то съезды и рестораны, чтобы красиво. А любовь моя в страшных ранах, в рваных разрывах. Кто-то речь, кто кусок толкает, чокаясь за здоровье. А любовь моя истекает начисто кровью. Ни один не свершит потуги и не узнает. Радуйтесь, слуги, горе мне, люди, чудо, чадо страдает. Ранним утром, 31 октября 1997 года, вот здесь, на этой самой кровати, в номере 806, перепуганная горничная и обнаружила его измученное тело лицом вниз, со связанными со спины руками. Убийц было несколько, его долго пытали. Эти люди, если только их можно так назвать, не понимали, что все бесполезно, что рыцари не нарушают свои клятвы, данные однажды и на всю жизнь. Черные руки, страшные раны, грозно вознесены вновь честнейшего, без изъянов пиршества сатаны. Черные руки светлого лорда, чернорабочих был, раб и слуга, ты до капли гордо чашу свою испил. Черные руки, взбухшие кровью, крошево, глубь рубцов. Это ушел за своей любовью, избранный от отцов. Он умер потому, что нужна была какая-то мера искупления, а мера искупления нужна была потому, что мы стали очень грешны. Если бы мы не были так грешны, если бы мы не были так злы, может быть, брат Иосиф, может, ему бы не пришлось так страдать и умирать такой страшной, мучительной кончиной. И мне кажется, он так до конца и не верил, что это случится. Хозе действительно сумел совершить невозможное простому смертному и сдвинуть мир с мертвой точки. Когда Хозе был в Риме и увидел могилы первых христиан в катакомбах, он был поражен, что даты рождения на них значились от крещения. Похороны смогли состояться лишь на 13-й день после убийства, 11 ноября. Хозе выпало продолжить свои странствия по миру уже и после своей смерти. Сначала его многострадальное тело проходило судмедэкспертизу в Афинах, затем было направлено в Монреаль, и только к концу второй недели после случившегося было доставлено, наконец, в Америку. При этом бальзамирование нигде не проводилось.
Учитывая крайнюю степень жестокости убийства и многочисленные раны на теле, первоначально планировалось проведение похорон без вскрытия пластикового мешка, но обстоятельства сложились иначе. Мешок был вскрыт, и никаких признаков разложения не было обнаружено. Верный хранитель вратарницы был удостоен телесного нетления, что случается лишь с избранными святыми мучениками. Его подвиг, который он совершил всей своей жизнью, многократно, я не знаю сколькократно, усилен его мученической кончиной. То есть, конечно, этого было бы достаточно, и того, что он уже сделал. Но то, что он, вот как, вы знаете, марафон бежит, спортсмен, да, у него уже, не знаю, какое, 10-е дыхание или еще какое-то, но когда он видит эту финишную ленточку, он еще дает рывок. И он творит чудо, он творит рекорд. И Хосе сделал этот рывок. И он сделал этот прорыв. И кто знает, может быть, теперь у нас у всех есть будущее. Продолжение времен, будущее у наших детей. Прошел год, и не чудо ли, что с Афона к годовщине смерти своего верного рыцаря и хранителя прибыла точная копия монреальской мироточивой иконы. Она была воссоздана за фантастически короткие сроки тем же самым монахом-иконописцем отцом Хризостомом. Хосе Муньос Кортес ценой всей своей жизни открыл и явил людям волю Творца. Бог видит любое наше действие. Необходимо иметь чистую совесть, чтобы чему-то учить. Если я, например, строю семью, то обязан дать ей направление. Проповедовать надо всем своим существом, сверху и донизу, всей своей жизнью. Христианство надо проводить в жизнь, а не просто о нем говорить. Он умирает, чтобы мы проснулись, увидели реальность той войны, к которой наши души прикоснулись, в которой все мы выстоять должны. Он умирает, чтобы мы проснулись и не смыкали больше наших глаз, сквозь весь свой ужас к правде обернулись. Что большего мог сделать он для нас? Сквозь лик посланника, сквозь нимб страдальца, столетий новых вижу и озарю, целую переломанные пальцы и содрогаюсь, и благодарю. Он умирает, тот, кто груз Атланта сумел сдержать, чтоб небо сохранить. Душой ребенок с силою гиганта такой навеки остается жить. Он просто к свету развернул кормила, корабль времен направил в новый путь. Он выстоял, чтоб утро наступило, чтоб на рассвете каждый мог вздохнуть. Проснемся же, примем чудо это и вступим на корабль, живые все, и алым парусом, и сказочным рассветом. Над новым миром смерть твоя, Хосе.